Жестков очень хотел присутствовать сегодня на этом мероприятии, но, к сожалению, не смог по служебной необходимости. Он находится в командировке. Сегодня у нас также очень важное отчетное мероприятие. Мы докладываем о прилет в Дальневосточном федеральном округе, то есть Трудному, об итогах реализации нацпроектов и об итогах 2021 года и о планах на 2022 год. Поэтому эти два события, так скажем, я бы сказал, что судьбоносно у нас совпали, когда мы рассмотрим итоги 2021 года по Ленинскому округу и в целом по Забайкальскому краю на уровне Верховного. Отрадно, что по итогам докладов можно сделать вывод, что округ развивается и развивается, я бы сказал, системно. В этом, на мой взгляд, в первую очередь заслуга как администрации округа, так и всей команды, команды глав муниципальных образований, которые прям действительно идут рука об руку, плечом к плечу. И это на самом деле очень здорово. По итогам 2021 года хочу сказать, что все федеральные средства, предусмотренные в рамках реализации национальных проектов, освоены полностью, касса 100%, но это не сама цель на самом деле. Выполнены все мероприятия. Вот это самое главное. Вот это самое главное, потому что совсем недавно было совещание с Дмитрием Юрьевичем Григоренко, который сказал, что теперь национальные проекты мы по кассе мониторить практически не будем. Будем их мониторить именно по качеству исполнения и своевременности исполнения мероприятий. Вот это вот действительно самое главное, то, что мы людям обещали, мы должны сделать и сказать всем, что мы то или иное мероприятие сделали. Ежегодно увеличивается финансирование, но это тоже, я бы сказал, не самоцель на самом деле. В этом году мы по поручению губернатора отдельное внимание решили уделить эффективности использования государственного рубля. Вот. И хочу вам доложить и обратить в первую очередь внимание глав муниципальных образований, что мы вместе с Минфином и правительством подвели определенные итоги по 2021 году. Задачи там на самом деле простые, и они очень понятные. Мы их оцифровали и оконтурили. То есть система показателей, она есть. Вот. Мы долго обсуждали это и с Конинфа, и с нашим депутатским корпусом. И они меня очень много обращали мое внимание и просили правительство на то, что должна быть система показателей, которая позволит нам сделать определенное ранжирование по району. Вот. Докладываю вам, что ранжирование сделано, и мы об этом уже не раз и не два разговаривали с вами, что вся работа должна быть по итогу каким-то образом отмечена. Каким-то образом это значит деньгами, на мой взгляд. Вот, поэтому Володя Ильич выступал, но он так скромно умолчал. Хочу сказать, что в данном случае Дургинский район тоже попал в число, я бы не сказал, что победителей, но призеров. Вот, 1,8 миллиона рублей они, так скажем, честно заработали. Это будет не целевые деньги. Их можно будет направить на развитие и на поощрение управленческих команд. Вот, мы считаем, что это справедливо. Соответствующую методику мы там прописали, но хочу сказать, что по итогам 2021 года отдельные районы дали совсем другой результат. Не буду называть, но отдельные районы получают по итогам ранжирования, а этих районов немного, до 35-40 миллионов рублей. То есть это те деньги, которые можно направить вот именно, так скажем, на развитие, на социальное развитие, ремонты, приобретения там, и так далее, и так далее. То есть список крайне такой, очень расширен. Вот, поэтому здесь прям призываю вас, обращаю внимание, участвовать, показывать результат и побеждать. Это будут средства, которые будут находиться в распоряжении муниципальных образований, и, соответственно, могут быть направлены в первую очередь на решение тех текущих задач, которые перед вами ежегодно возникают. В части поручения губернатора по созданию краевого снабженческо-бытового сельхозпредприятия. Хочу сказать сразу, что мы и с Денисом Юрьевичем, и с Александром Витальевичем эту проблему не раз и не два обсуждали. Понимаете, в чем смысл? Было у нас 4
осуществляли Гернополь, ну, примерно такое же предприятие, условно говоря, краевое. Вот. Что с ним в итоге стало? Проект закрыт. То есть жизнь сама показала, что, ну, так скажем, собственник в виде государства или хозяйственник в виде государства, ну, эта система, мягко говоря, не очень эффективна. Вот. Поэтому здесь нам с Александром Витальевичем, наверное, проще поддержать будет этот проект уже на существующих каких-то мощностях. Вот. Выступал председатель сельхозкооператива СССР. Вот я считаю, вот этим нам нужно заниматься. Взять вот эти хорошие ростки, посмотреть, как мы их объединим в единую какую-то структуру, в единую сеть, в единую там конструкцию. И вот по тем направлениям, которые вы абсолютно правильно обозначили, мы всем правительством готовы разработать точечные меры поддержки. Вот я считаю, что вот это будет самый эффективный, правильный выход из вот создавшегося положения. И эта история точно приведет нас к успеху. Создавать новое предприятие, ну, так скажем, с нуля, на непонятно на какой базе, капитализировать его и транспортными средствами, и холодильным оборудованием, и убойными цехами, и так далее, ну, это практически задача в настоящее время невыполнима. Сами видите, какая ситуация и по нашей социальной сфере, которая требует ремонта, и по жилищно-коммунальному хозяйству, которое требует вложения денег. И когда мы начинаем приоритизировать эти истории, то, к сожалению, пока социальная сфера, ну, так скажем, находится на чаше весов, которые потяжелее. Не слышно? А вот нам представляется, что эта конструкция, она имеет место быть, поэтому я помню, мы начинали разрабатывать программу по овцеводству, ну, по большому счету, на голом энтузиазме, который сейчас работает. Вот здесь у нас уже определенная база есть, вот поэтому я предлагаю, Владимир Владимирович, так же, вот, как мы действовали с вами системно, собрать сначала, ну, какую-то инициативную группу, и вот ровно так же эту историю за 22 год оконтурить и разработать также меры поддержки и вперед. То, что касается программы развития овцеводства. Отрадно, что она все-таки у нас заработала. 21 год, это, ну, такой, так скажем, пристрелочный. 22 год уже можно будет подвести определенные результаты. Но мы понимаем, что у нас все-таки стратегическая задача стоит это доказать нашим федеральным коллегам эффективность этой программы, ну, прямо на конкретных примерах, и добиться федерального финансирования. Понимаем, что эта задача у нас на уровне правительства должна решаться, и поэтому с Александром Витальевичем, как говорят, себя ответственности не снимаем. В части исполнения поручений губернатора. Антон Азначевич правильно сказал, они все на контроле, и однозначно будем делать все, чтобы эти поручения были выполнены. Здесь других вариантов не было, и я бы сказал, быть и не может, на самом деле. Вот. Единственное, что хотел бы вас тоже попросить, что вот, если мы уже обозначили какой-то приоритет управления, то есть если мы сказали губернатору, что, условно говоря, капитальный ремонт Дома культуры Цаганола это приоритет, то чтобы мы потом по целям, так скажем, не размазывались. Вот, потому что у нас появляются ресурсы, мы их направляем на какую-то свою историю. Потом появляются другие ресурсы, отправляем еще куда-то в сторону. А те задачи, которые мы обозначили перед губернатором, и он дал соответствующее поручение, они почему-то остаются нереализованы. Вот. И здесь предлагаю действовать, ну, так скажем, системно. По этой же Цаганоле, да, то есть было поручение, мы несколько там какой-то период времени поработали, удалось включить ее в федеральный проект, найти федеральные ресурсы. Но сейчас удорожание, ну, так скажем, навскидку самый такой простой вариант, это не тянуть вот эту историю, а сейчас брать госэкспертизу, заключаться, посмотрим, давайте, там, с учетом того, что источника вот прямо сейчас нет, посмотрим, давайте вариант с рассрочкой платежа. Унесем его там на следующий год. Я думаю, что это будет самый простой, самый эффективный, самый такой вот близко лежащий способ решения проблем. Потому что сейчас, пока уйдем в долгие поиски, опять все подорожает, опять вся эта история уйдет в небытие, и поручение губернатора останется неисполненным.
и федеральные деньги еще не дай бог пропадут. Поэтому здесь, коллеги, еще раз говорю, предлагаю действовать системно. Поручение губернатора, это же не только для правительства, это для нас, для всех, я считаю, поручение. Вот, поэтому активнее включать эти объекты и в комплексное развитие сельских территорий, вот, решать, совместно решать, если будут проблемы с ПСД там, и так далее, и так далее. Вот на ПСД мы готовы посмотреть варианты. А вот то, что касается дальше сканирования объектов федеральной программы, это вот наша, я считаю, что совместная история. Вот. Ну и вопрос ожидаемый. Юрий Михайлович правильно сказал, что мы над ним работаем на самом деле. Это вопрос увеличения заработной платы муниципальных служащих. Хочу вам сказать, что в настоящее время это заработная плата и муниципальных, и государственных служащих у нас одна из самых низких, что в дефолтной стране. Это есть неоспоримый факт. Вот. Поэтому здесь в своем послании губернатор уже эту проблему обозначил по муниципальным служащим. Я хочу сказать, что мы работаем. И с Октябрем Жинимовичем работаем очень плотно, с его комитетом, с его рабочей группой. Поэтому в настоящее время предложение мы уже подготовили. Предложение по увеличению зарплаты. Сейчас смотрим источники. Вот. Было два мнения. Мнение Минфина с 1 октября, эту историю, так скажем, ратифицировать. Вот. Ну и горячее желание, хотя бы с 1 июля, то есть со второго полугодия. Вот. Будем стараться все-таки вас поддержать, чтобы в этом году все решения уже были приняты. И со второго полугодия заработную плату системно также начнем расти. Системно начнем расти. Поэтому поздравляю вас с хорошим качественным отчетом. Желаю всего доброго, дальнейших успехов. Спасибо. Спасибо, Андрей Алексеевич. Абсолютно согласен. Отработаем в самом ближайшее время. Слово для выступления предоставляется сенатору Российской Федерации Борису Ивановичу. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья, земляки. Я думаю, то, что жизнь вносит достаточно серьезные коррективы. И, видимо, сегодня именно тот день, когда я вроде подготовил доклад, должен был уместиться в регламент, но, прошу прощения, чуть позже, в связи с той ситуацией, которая сегодня складывается у нас на международной арене, и в связи с проведением специальной военной операции, которую проводит Российская Федерация за пределами своей границы. Сразу скажу о том, что впервые вообще в истории наша страна проводит столь широкомасштабную специальную военную операцию. В крайней мере, современной России. Вы знаете о том, что немного хронологии, я напомню о том, что 21 февраля состоялся Совет Безопасности Российской Федерации. Все не дали беспрецедентный разговор, который был на этом заседании, по результатам которого президентом нашей страны было принято решение о признании независимости Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. 22 числа Совет Федерации и Государственная Дума России ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и двумя этими республиками. Ну а вчера, по сути, началась специальная военная операция. Мы все с вами слышали обращение президента Российской Федерации к российскому народу. Сегодня все, конечно, с тревогой следим за теми новостями, которые сегодня приходят с места этих событий. Сразу хотел бы сказать о том, что признание этих двух республик является не первым случаем в нашей истории. Мы помним то, что Россия современно признала в свое время Абхазию, Южную Осетию. Но если углубиться в историю, исходя из того обращения, которое сделал президент, что это были
инциденты в истории Советского Союза, когда в 1921 году молодая, еще совсем не окрепшая Советская Россия признала независимость Монгольской Народной Республики в 1921 году. И я напомню, что Монгольская Народная Республика оставалась непризнанной, кроме Советского Союза, до окончания Второй мировой войны, что не помешало нам нанести сокрушительное поражение японским захватчикам на Халкинголе в 1939 году, а в годы Великой Отечественной войны Монголия была первой, которая вслед за Советским Союзом объявила войну Германии, как наш верный союзник. Я тоже тут немного вспомнил истории. Принято считать о том, что благодаря американской помощи, ленд-лизу и американской тушенке мы смогли победить в годы Великой Отечественной войны. Поэтому нужно немножко тоже знать историю. Я напомню о том, что за годы войны Соединенные Штаты, да, действительно, это была помощь, мы это признаем, мы знаем, мы ценим, вот именно в тот период. И вот за годы Второй мировой войны или Великой Отечественной войны американцы поставили нам 665 тонн консервов, тушенки. Маленькая Монголия, население которой было чуть больше 500 тысяч человек, за этот период времени поставила, маленькая, небогатая, я бы сказал, бедная Монголия, поставила для нужд Красной Армии советского народа 500 тысяч тонн мяса. Если вы посмотрите динамику поголовья скота в Монголии, вот, посмотрите, справку увидите о том, что в годы войны идет резкое снижение поголовья скота в Монголии, потому что все шло для нужд советской Красной Армии и потом Советской Армии. Принято считать о том, что очень много помощи шло, опять же, в виде одежды. Так вот, тоже цифра. За годы войны по ленд-лизу вы получили 54 тысячи тонн шерсти, 54 тысячи тонн шерсти, а Монголия нам представила 64 тысячи тонн шерсти. Опять же, маленькая Монголия. И напомню о том, что каждая третья лошадь в годы Великой Отечественной войны, которая тащила за собой или полевую кухню, или артиллерийское орудие, была монгольская. Маленькая выносливая лошадь, памятник которой поставлен на Поклонной горе и называется «По дорогам войны». Я к чему об этом вспомнил, когда сегодня о том, что стоило признавать ДНР и ДНР, стоило. Вот с нашей точки зрения, где мы рядом живем, пример Монголии, что мы ее признали, говорит о многом. Теперь немножко о другом, значит. Я сразу скажу, вы все тоже прекрасно слышали выступление нашего президента, это вынужденная мера и упреждающая мера. Почему? Потому что начиная с 2004 года, когда жители Донбасса отказались признавать ту власть, которая пришла в результате госпереворота, если будем откровенны, и называть своими именами, свои события людей своими именами, пришли бандеровцы. И в Киеве те люди, которые говорили на русском языке, подвергались физическому издевательству, уничтожению, и русский язык вычислялся из оборота и речи. Те люди считались изгоями. Это что? Сегодня выступала руководитель Центра бурятской культуры, говорила о бурятском языке. Вы представляете то, что если бы вас за бурятский язык начали бы на улице избивать, проводить в отношении вас иллюстрацию. И сегодня кто-то говорит, что это не фашисты. Фашисты. При нашей поддержке были подписаны Минские соглашения. Мы четко говорили о том, что Россия в случае соблюдения Минских соглашений будет гарантом соблюдения этих договоренностей. Но украинцы при поддержке своих друзей, так называемого коллективного Запада, все время говорил то, что нет, стороной конфликта является Российская Федерация. И отказывался сесть за стол переговоров с представителями ЛНР, ДНР, говоря о том, что это Россия, сторона конфликта. Наотрез отказывался обсуждать особый статус, автономный статус этих двух республик. Вот возвращаясь к нашим российским реалиям, а есть область сегодня имеет особый статус. Есть национальная республика, имеющая особый статус. Что мешало за эти годы украинской стороне признать право жителей ДНР, ЛНР
своей автономной власти, находясь в составе Украины. А постоянные провокации, убийства,